Федерации регби в Коми всего 2 года, и зародилась она в селе Пажга. Но непонимание важности олимпийского спорта подтолкнуло организатора секции Дмитрия Бажукова переместиться в столицу. И уже сегодня в команде 20 молодых ребят и десяток взрослых. Прийти можно каждую субботу с 3 до 5 на поле в Давпане. Здесь у нас проводятся тренировки, то есть здесь есть и многофункциональная тренировка, то есть там кантование покрышек, работа с гири, работа на координационной лестнице и так далее, и так далее. И есть именно обучающие моменты. То есть мы покажем, как правильно давать пас, как захватывать, как правильно упасть. Расскажем о правилах, что в регби нельзя захватывать выше плеч, что нельзя наносить удары, что запрещены подсечки, подножки и так далее. То есть на самом деле вид спорта не такой уж и травмоопасный. Большие, маленькие, высокие и низкие, быстрые и медленные. Здесь нужны игроки любой комплекции. В этом уникальность регби. Никто не останется в стороне и обязательно найдет себе роль, которая ему подходит больше. Сначала меня побудили мои друзья заняться этим видом спорта. Потому что если посмотреть на тот же футбол, в регби можно быть как-то свободней. Если, например, нужно защитить, не нужно просто попинать немножко мячик и все. Здесь можно снести врага, завести его в какую-нибудь, не знаю, ловушку. И очень много интересного. Регби я занимаюсь примерно уже 2 года. Заняться решил, потому что понравился этот вид спорта. Я как бы совмещаю себе футбол, рукопашку и так далее. И поэтому мне этот спорт стал приятен. Регби очень функциональная игра. Здесь очень нужна хорошая физическая подготовка, но при этом здесь тактические все эти маневры не очень также учитываются. Очень похоже на шахматы, потому что буквально во время игры ты уже сам видишь все поле издалека и понимаешь, где надо перекрыть зону, где надо просто оставить открытым человека, где надо сделать ложный маневр. Помимо регби команда играет в игру кила, исконно русский вид спорта. Правила схожи, но есть небольшие отличия. Например, мяч в киле кожаный и тяжелый. Некоторым ребятам русская игра нравится даже больше. Важное достижение. Недавно Федерация регби добилась от властей Сыктывкара места под обустройство специального регбийского стадиона. Будут здесь ворота, трибуны, да и тренировки можно будет проводить круглый год. Главное, вход свободный, были бы заинтересованные. Анастасия Самосудова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.